В Сыктывкарском детском доме №1 теперь стабильно по воскресеньям звучит английский язык. И это не уроки иностранного, а гости из Индии, которые уже успели стать постоянными. Молодые ребята живут здесь, в России, уже 3 года, получают образование в нашем СГУ имени Екатерины Сорокина. А с недавнего времени они еще и волонтеры студенческого отряда «Оберег». Каждые выходные добровольцы встречаются с воспитанниками детского дома о дружбе на разных языках. Такая «Забежим немного вперед» бывает. Анна Зубарева. Как Пикачу говорит. Можешь рисовать? Пикачу. Вот так японец Пикачу, известный во всем мире мультгерой, становится общей темой за большим интернациональным столом. Гости из Индии говорят на английском, наши ребята, разумеется, на русском. Недопонимания иногда случаются, переводит и доступно объясняет все Анна Попова. Она же организует встречи и руководит волонтерским отрядом университета. Большинство людей думает, что если это люди из другой страны, то языковой барьер и все это сложно. На самом деле нет. Вот мы видим, даже дети не знают английского языка, а ребята не очень хорошо говорят по-русски пока, хотя очень стараются, и навыки хорошие у них есть русского языка. Но в любом случае мы же все живем в таком большом мире, и вот эта ценность детская, дети — это очень большая ценность. В их стране это, наверное, одна из самых больших ценностей в Индии. Поэтому они очень быстро нашли общий язык. Плюс жесты, мимику никто не отменял, взгляды, улыбки. Иностранные гости Паради, Капиль, Сандали, Апарна, Маниш и Шиманишу приехали в Россию 3 года назад на обучение. Будущие медики – студенты СГУ имени Екатерины Сорокина. С недавнего времени они занимаются еще и добровольческой работой. Детский дом посещают в свой единственный выходной – воскресенье. Сначала это очень трудно для всех. Потом мы начали говорить друг с другом и понимать друг друга. Мне очень нравятся эти дети. Они очень красивые. И характер у них хороший. Наша страна там не такая. В нашей стране все совсем по-другому. У нас нет как таковой системы образования. У вас все цивилизованно. Школы, детские дома. Выжигание по дереву, витражный рисунок. Время, конечно же, проводят с пользой. Но все же приезжают сюда студенты за общением. Они скучают по теплым дружеским посиделкам. Вдали от дома такие встречи становятся особенными. А для воспитанников детского дома это и вовсе глоток свежего воздуха. Дети очень рады, когда к нам приезжают волонтеры. Они ждут этих встреч каждую неделю по воскресеньям. Они спрашивают, а будет ли следующее воскресенье занятия. То есть мы проводим эту работу, студенты проводят работу с нашими детьми индивидуально, в малых группах. Несмотря на то, что большое количество воспитанников у нас достаточно, все равно мы стараемся всех детей младшего и среднего школьного возраста вовлекать в эти мастер-классы. И дети ждут, когда эти мероприятия будут. Мне очень понравились все эти встречи. Почему? Потому что было очень интересно выжигать и поднимало настроение. Сегодня в этом детском доме проживают 62 ребенка. Талантливые, умные, одаренные. У каждого свои уникальные особенности. Они открыты для мира, а мир для них. Они готовы впитывать новые знания, умения. Спасибо тем, кто делает для этого все возможное. В будущем это сотрудничество направит не только в творческое, но и просветительское русло. Так что у детского дома теперь есть свой оберег во всех смыслах. Анна Зубарева, Александра Головина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.